Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube і ў Твиттеры. Тое, што пра сваё жаданне паўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах частка патэнцыйных кандыдатаў упершыню заяўляе пасля афіцыйнага старту кампаніі, для беларускага выбаршчыка даўно не навіна. Такое і раней было. Праўда, раней нікому з такіх прэтэндэнтаў летуценнікаў не ўдавалася за некалькі дзён сабраць праз соцсеткі ініцыятыўную групу ў сотні, а то і ў тысячы чалавек. Цяпер маем і такі прэцэдэнт. Ці рэальна выйграць беларускія выбары дзякуючы актывізацыі карыстальнікаў сацыяльных сетак? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё з Вашынгтона адказвае паліттэхнолог Віталь Шкляраў. Добрый дзень, Віталь. Добрый дзень. Віталь, ну, можа быць, давайте з самага пачатку. Я ведаю, што вы хоць нягледзячы на тое, што ў Вашынгтоне і ўвогуле часта бываеце у іншых краінах, часцей дакладней, чым у Беларусі, тым не менш за беларускімі выбарчымі кампаніямі, ну, вы сочыце пастаянна. Ну, па-першае, таму, што самі беларус, па-другое, таму, што ўсё ж такі паліттэхнолог. Наколькі для вас стала нечаканасцю, што на гэтых прэзідэнцкіх выбарах пра свае прэзідэнцкія амбіцыі заявілі такія нечаканыя, ну, для нас, прынамсі, прэтэндэнты, як банкір Бабарыка і ось былы супрацоўнік там МЗС, стваральнік парка высокіх тэхналогій Валерый Цэпкала? Безусловно, две интересные новые кандидатуры. Любая кандидатура в любой стране, тем более в родной Беларуси, которая баллотируется в президенты, и любой человек, который вообще идет на такой серьезный и важный шаг, это очень всегда интригует, и тем более, как вы правильно сказали, когда это совершенно две неординарные личности. То есть мы привыкли, что шеренга кандидатов в президенты обычно выстраивается из активистов, из политических каких-то деятелей, то есть из людей прямо или косвенно, иными словами, связанные с политикой. И в этом смысле, конечно же, эти выборы, я уже прописал у себя как раз-таки в Телеграме, очень интересные, они по-своему такие, как дикие, как будто бы очень много вдруг неожиданно разных новых кандидатов. Ну и самое главное, сам контекст этих выборов очень интересен и необычен и для действующего президента, и для всех белорусов, и особенно для самой страны. Ведь никто из нас, не только в Беларуси, но и по всему миру, никогда не сталкивался с такой экономической тяжелой таким испытанием, и самое главное, с таким вот коронавирусом, который, безусловно, нанесет свой отпечаток на и стратегию кандидатов, и вообще на явку, и на то, как выборы эти проведутся. Я предположил, что это, скорее всего, будут последние выборы Лукашенко-старшего. Но посмотрим. И в этом смысле это знаменательные, серьезные выборы. Тым не менш, вось як вам падаецца, ну, конечно, мы маем вопыт того ж самага Трампа, які актывізаваў сваіх прыхільнікаў праз сацыяльныя сеткі, там, дзякуючы твітам і гэтак далей. Але ўсё ж такі для Беларусі такой пошук сваіх прыхільнікаў, актывізацыя іх, увогуле стварэнне ініцыятыўнай групы праз Facebook і там іншыя сацыяльныя сеткі, это такое ноу-хау. Але ці спрацуе яно ў Беларусі? Ну, оно отчасти может получиться, или оно отчасти будет работать, ведь для того, чтобы собрать инициативную группу, не нужно собрать десятки тысяч людей. И в этом смысле, конечно же, этого хватит. Но у любой соцсети, говоря из личного опыта, ну и говоря просто ввиду банального демографического детерминизма Беларуси, да, то есть количество людей, проживающих и активных, и самое главное, демографии людей, это все-таки страна не с сильно молодым поколением, пропорционально пожилого в сравнении с европейскими странами. Так вот, здесь, конечно же, будут свои, если не проблемы, то, по крайней мере, границы. Все-таки собрать 100 тысяч подписей, приведя людей, ну, условных 100 тысяч с Фейсбука, мне кажется, совершенно нереальным. И я неоднократно сталкивался, пример, первое, что приходит в голову, буквально недавно президентская кампания в Грузии, где Фейсбуком пользуются прям
Ну, мне кажется, я ни одной страны еще такой не встречал, где бы даже вплоть до пожилого возраста каждый пользуется Фейсбуком, и это совершенно нормальное, вот как пользоваться, наверное, с мобильным телефоном. Нормальная ситуация в Грузии. При этом каждое видео, каждый призыв оппозиции тогда на выборах просматривали сотни тысяч людей, но мы пробовали, естественно, конвертировать, да, то есть переводить этих людей из онлайна в офлайн, то есть из простых чатов поддержки в какие-то мероприятия, встречи дворовые и так далее. И, конечно, коэффициент конверсии был очень ничтожно малым, очень ничтожно малым. Поэтому наличие в Фейсбуке или в соцсетях огромного количества поддержки не говорит еще о том, что это те люди, которые вживую руками, ногами станут в воскресенье условно и придут на избирательные участки. До речі, я ось собі слабо уявляю, ну, как бы так, технічно, як це може відбутися збор 100 тисяч підписів. Ну, хай собі зараз у того ж самого Віктора Бабарики ініціативна група з 10 тисяч підписантів, собраних їм праз Facebook. Ён каже, што калі кожны з гэтых падпісантаў сабярэ подпісы у маю падтрымку там у сваіх там родных, близких, суседзяў, там, ну вот атрымліваецца 10 тысяч человек, по 10 подпісаў кожны, ну вот ужо ёсць 100 тысяч. Але вот мне чисто тэхнічна незразумела, як яны будуць збіраць гэтыя подпісы, на якія лісты, кому перадаваць гэтыя лісты, вот як это ўсё працуе. Вы ведаеце всю сістэму беларускую, вот як это працуе, вот ці спрацуе гэта? Вы абсолютно правы. Ну, если не сильно загружать наших слушателей и зрителей деталями, я попробую коротко описать процесс и показать, что это математически так не считается. Это большая ошибка считать, что если у вас 10 тысяч подписантов, каждый принесет по 10 подписей, и все получится. Со стороны математики это так работает, но мы живем не в уравнении математическом, а в нормальной жизни. В нормальной жизни все по-другому. Условно, если вы заходите в подъезд, в котором 100 квартир, это не говорит о том, что все вам 100 квартир открыли, допустим, да, из опыта, и 80% квартир при, допустим, сборе подписей по домному, на домному, 80% квартир закрыты, это среднее, скажем, число. Вот представьте, чтобы вам за одну смену рабочую обойти 100 квартир, 20 из них откроют. Приблизительно из опыта своего вам скажу, что 30-35%, скажем, 30% из этих 20 квартир, возможно, а то и меньше, возможно, захотят поставить, дать вам подпись. То есть, условно говоря, пройдя 100 квартир, у вас в лучшем случае будет 5 подписей, 5-6 подписей. Так вот, эти 5-6 подписей нужно поставить на подписные листы. Это специальная форма. Это каждый человек, подписывающий, должен сделать от руки. Если где-то будет на одном подписном листе, допустим, 4 или 5 подписей разных людей, и один хотя бы опишется или будет какая-то даже помарка, вот как в школе в прописных тетрадях, то лист считается недействительным. И все 5 подписей, то есть, условно говоря, весь день работы в вашу мусорку. Это дико тяжелая работа, чтобы собрать условно 100 тысяч подписей. Я как раз расписывал этот процесс недавно, по-моему, на Тутбай была статья про это. Это порядка вам понадобится около 1500 человек, которые каждый день будут работать. Понятно, что если 10 тысяч ваших человек подписалось в Фейсбуке, можно ли себе представить, что 1/10 или там 15% ваших людей-подписантов завтра придут в ваш условный штаб и будут работать по 8 часов в день, и так каждый день 30 дней. И вот вам вопрос, можно ли просто легко сказать, ну, ребята, это же по 10 подписей каждый принести. Вроде бы да, математически да, но мы не живем в математике. Жизнь все делает по-другому. Поэтому я, собирав в своей жизни единожды 150 тысяч подписей и несколько раз по 15, по 10 тысяч подписей, понимаю какой-то объем работы. Буквально в 15-миллионной Москве, сильно оппозиционной, сильно мобилизированной с точки зрения электората, чтобы собрать подписи за выдвижение вот сейчас ныне действующего депутата Московской городской думы Дарьи Бесединой, это было всего лишь 15 тысяч подписей. Понадобилось порядка 600-700 человек в жестком режиме ежедневно собирать. И это большая Москва. И это, еще раз, люди, сторонники, которые отмобилизированы. У человека, у которого нету своей
условно говоря, платформу, нету своего вот такого движения, либо какой-то большой группы поддержки, партии и так далее. Ну, предположим, вот эта инициативная группа. Но инициативная группа, еще раз, поставить лайк в сети, это дорогого не стоит. Прийти и поработать час на этого человека стоит совсем других усилий. Добра, мы абмеркавалі таких нечаканых кандыдатаў як банкір і былы намеснік міністра замежных спраў, а потым айцішнік, там ці як яго правільна назваць, Цыпкала, але не менш нечаканымі ў прынцыпе стала вылучэнне, ну ці скажем так, заяўка на ўдзел у выбарах з боку блогераў. І гэта той же самы YouTube-блогер Ціхановскі, гэта Спірин, ну, по-моему, 3 чалавекі, як мінімум, паспрабуюць зарэгістраваць свае ініцыятыўныя групы. Блогерства, блогеры на гэтых выбарах, наколькі гэта з'ява такого цяперашняга, сённяшняга дня? Вот еще один аспект сегодняшнего выбора, почему они необычные и интересные, это, конечно же, феномен блогерства. Я это назвал Тихановского как раз вот таким, ну, после его ареста своеобразным белорусским Навальным, потому что власть сделала все для того, чтобы помочь ему приобрести это амплуа. А вот с точки зрения политического процесса, это очень сильно похоже на ситуацию в Украине во время президентских выборов в прошлом году, когда вот как раз-таки из когда-то в свое время еще и неизвестного, а потом ставшего достаточно знаменитым блогера, новостного блогера Шария, в конечном итоге получился кандидат в президенты и партии, и даже несколько мест в Раде, в украинском парламенте. Поэтому это интересная карьера. Я думаю, что вот как раз-таки люди с нелинейной карьерой, то есть люди не из политики, люди как раз-таки, которые никогда не участвовали в политике вот в таком классическом смысле, но у которых есть своя аудитория, про что я уже буквально секунду назад говорил, то есть имея свою аудиторию, конечно, можно стартовать и мобилизировать, и пытаться конвертировать вот эту вот онлайн-публику, да, то есть тех ваших слушателей, зрителей, подписчиков в какое-то протестное движение. Я думаю, что если посмотреть на количество подписчиков Сергея, то видно, что, наверное, там тоже побольше будет, чем у Барика, чем у банкира. А все-таки мы видим, что на протесты, на какие-то митинги вся вот эта вот огромное количество фанатов не выходит. Поэтому все не так просто с подписчиками и реальной жизнью. Но то, что накипело, то, что у молодого поколения, хотя можно не считать Сергея сильно молодым в этом смысле, он, мне кажется, в 70-х лет рождения. Так вот, это будет, конечно же, увеличиваться, потому что это тоже форма протеста, это тоже форма несогласия, и это тоже форма разговора с людьми, которые власть всячески консервирует и запрещает уже десятки лет. И это очень странно, мне кажется, потому что в парламенте, где у вас чуть больше 100 мандатов, ну, что бы было, если бы даже 10% или 5% этого парламента представляла оппозиция? Пусть эти 5-10 мандатов были бы, и был бы диалог, и была бы возможность и говорить, и что-то, может быть, даже двигать вперед, и самое главное, выпустить пар для оппозиции и для власти. Но нет, как-то до сих пор власть живет вот каким-то таким пережитком, не знаю, то ли советского времени, или то ли чего-то, каким-то страхом не пустить любой ценой. Это похоже как на какой-то Сталинград, или мы, или они. И это, конечно же, рано или поздно приведет к очень большому конфликту, к сожалению. Ну, на папярэдніх усіх выбарах ну, мы привыкли до того, что вот кажуць, вот есть оппозиция, есть вот улада, и есть, ну, так, называли его, хоть он упирается и кажа, что это не так, и, так бы мовить, спарринг-партнер, либерально-демократичная партия. Зараз вот, ну, все рыхтаваліся, что так яно и будзе, и на гэтых выборах, але новые кандидаты, нечаканные, те же самые вот банкиры с ПВТшниками, те же самые блогеры и конспирологов, так бы вот за где-то, может быть, нават перегарэлі все у іх трансформаторы ў галаве, пошукаючы, хто за кім стаіць.
Бабарыка гэта хто? Стаўленік Газпрома ці некага яшчэ, ці ўсё ж таки сам по сабе? Цапкала это прыдуманы уладай такі спарринг-партнёр ці спойлер, ці хто? Блогеры, той же самы Ціхановскі, які мае бізнес у Москве. Хто за ім стаіць? Ці ён вот сапраўды вот как бы так народны кандыдат ад народа і сам по сабе, ці ўсё ж таки нейкі праект невядома ФСБ? Вы як паліттэхнолог па нейкіх прыкметах, па нейкам ўжо цяпер вядзенні, спробу вядзення кампаніі можете вылічыць там, што вот гэты падобны на вот такога, гэты падобны на такога? Здесь два важных момента. Первый, коротко, это то, что, конечно же, по каким-то приметам можно будет со временем и сейчас уже начать понять, кто есть кто спойлер, кто нет. То есть, как правило, это будет видно по тому, зарегистрируют ребят или нет, зарегистрируют, и что они сделают, если их не зарегистрируют, пойдут они на протест или нет, или просто сольются. Если они пойдут на протесты, насколько они готовы будут пойти до конца. В-четвертых, насколько они будут готовы объединяться с другими, если их вдруг снимут, или помогать другим, да, то есть насколько это самостоятельная фигура политические или все-таки нет. В-пятых, насколько, скажем, один или все эти кандидаты готовы будут вместе сняться, допустим, или вместе выдвинуть одного кандидата. Много причин. И самое главное, конечно же, почему можно определить, это потому, как они будут говорить и как они будут вести себя с властью. Это, конечно, хороший такой вот маркер системности, несистемности. Но, что важно, я хочу сказать, вне этого, что вообще намного важнее, и что мне всякий раз кажется, про что нужно говорить и напоминать, что совершенно неважно, это позвучит странно сейчас, Дмитрий, но совершенно неважно, спойлер это кандидат или нет, важен процесс. Дело в том, я попробую объяснить, в чем проблема. Это родовая травма вот нашего постсоветского пространства, что мы пытаемся найти такого благородного рыцаря, белого, пушистого, без всяких скелетов в подвале, который вот он будет самый идеальный кандидат. Но жизнь, еще раз повторю, так не работает. Это, во-первых. Во-вторых, в системе, в политическом вакууме, в политической пустыне, где все выжжено, такой кандидат просто априори не может появиться и развиться, и он никогда не будет. И на самом деле авторитарные режимы, власть всегда нас подталкивает к такому механизму поведения, к такому механизму мысли, чтобы мы долго ссорились, становясь диванными экспертами, и, самое главное, не предпринимали никакого экшена, то есть ничего не делали. То есть всегда можно канализировать вот этот протест в разговоры. Спойлер, не спойлер, хороший, не хороший, наш, не наш. Это не важно. Даже если это спойлер, он тем самым покажет свое спойлерство, этот кандидат, и тем самым обличит власть и нелепость и своей кандидатуры, и своей грязной игры. Важно другое. Важно, чтобы вот закончилась вот эта вот базарная дискуссия, кто спойлер или не спойлер. Возьмите, мой призыв всегда такой, я говорю, возьмите и пойдите поработайте на каждого неделю. Не говорите вот просто спойлер, не спойлер. На каждого поработайте из кандидатов, вот у вас там 6 кандидатов по одному дню. Потратьте неделю, побудьте в штабе, понюхайте это все, посмотрите, пожмите руки, поработайте и убедитесь, кто спойлер нет. А потом говорите. Так вот, если подходить к этому вопросу так, лучше всего, чтобы каждый вместо того, чтобы спорить, кто хороший, кто плохой, кто спойлер, кто не спойлер, а просто помог каждому из них. И тем самым, самое главное, вы быстрее поймете, кто из них спойлер, кто нет. Да, птица видно по полету, вы это почувствуете, работая в команде. Во-вторых, вы всему процессу этому поможете, потому что больше людей поверят и выйдут и проголосуют, потому что человек, который уже потратил 1 день работы в штабе или 1 час, он всегда придет на выборы. Человек, который никогда не ходит на выборы, который считает своим долгом или, по крайней мере, выполненной работой просто пофлудить или посплетничать в интернете, он и так не пойдет на выборы. Поэтому чем больше мы об этом спорим, чем больше мы об этом разговариваем, это только на руку власти и низкой явки. А низкая явка на руку власти, потому что у власти есть админ-ресурс, и с админ-ресурсом и низкой явкой она всегда получает большие числа и выигрышные числа. Вось, дарэчы, да пытання наш не наш. Ну, я пагаджуся, калі гэта спойлер, ну там типа там спарринг-партнёр, прыдуманы і пастаўлены самой беларускай уладай. Гэта ўсё ж таки как бы все как бы унутраная наша кухня і каша. А калі гэта спойлер там ці не спойлер, ці наш не наш, але уже по прынцыпу па-за межы Беларусі. Вот той же самый Бабарыка.
які кажа про тое, што жыццё нас прымусіць падпісаць 31-ю дарожную карту, што нам вот с Россией без России ніяк. І тут з пункту гледжання незалежніцкага, з пункту гледжання не наш у тым сэнсе, што это нейкі проект ФСБ, уже зусім іншы падыход, зусім іншае меркаванне. Наколькі можна ўсё ж таки вот по таких нейкіх выказваннях наконт незалежнасці, наконт вот этих карт подпісанняў рабіць высновы пэўныя? Ну вот это как раз один из тех маркеров, вот та лакмусовая бумажка, для каждого она своя, безусловно, для кого-то... Да, до речі, вот я тут Бабарыку выделил, але той же самый Цепкало, вядома, что он с такими в Москве вельми такими імперскімі, скажем так, колами расійскімі таксама тесно завязаны, быў прынамсі раней, і таму тут і да яго пытанні таксама. Слушайте, ну если уже говорить про Россию как фактор влияния на белорусскую политику или часть белорусского мира, то не будем строить иллюзий, действующий президент и вообще вся политика Беларуси последних, ну, собственно, после распада Советского Союза полностью и прямо зависит от России, поэтому делать вид, что с Россией нет никаких связей, и эти экономические, самое главное, экономические связи можно одним махом выбросить в окно и чем-то заменить, это, мне кажется, наивно. Поэтому здесь вопрос не настолько в том, насколько плохая или неплохая Россия. Вопрос в том, насколько наша внутренняя независимость, наша внутренняя экономическая потенция зависит от других. И в этом смысле сама политика государства настолько зависела и стала зависимой от России, что там, ну, никакой Бабарика ее больше или меньше в этом смысле не сделает. Это я не говорю в его оправдании или не в оправдании, но для избирателя вот это должно быть таким маркером или критерием, по которому для каждый субъективно будет определять. Нет, для меня это слишком много, я не готов за него голосовать. И вот так вот нужно подходить к каждому кандидату, рассматривать по своей внутренней шкале принципов, насколько он или она, этот кандидат, подходит вам. Но, сделав это, еще раз вернусь к очень важному вопросу, сделав это, ну, нельзя остановиться и сказать, что вот теперь я решил, кто лучший кандидат, и на этом я ставлю точку. Сделав это, нужно пойти тогда и помогать этому кандидату, за которого вам нравится или хотелось бы проголосовать. И сделав это, нужно тогда, ну, по крайней мере, не остаться диванным экспертом с личным мнением, какой хороший Бабарика или какой плохой другой кандидат, а пойти и помочь, и тем самым показать, стать примером другим, чтобы что-то в этой стране изменилось, чтобы отношение к политике изменилось, и чтобы, самое главное, политический процесс, выборы вышли за рамки простой болтовни. Вот ситуацию с сёлетнімі выборами мы сегодня абмяркоўвалі с палітычнымі аналітыкамі Юрыем Дракахрустам и Артёмом Шрайбманом. И ад іх прагучала такая думка, что усяго можна чакаць падчас гэтых менавіта выбораў, асабліва калі той же самый Бабарыка стане народным кандыдатам, калі яго падтрымае народ, калі вот паўторыцца у гэтым сэнсе падтрымкі 94 год, калі ўсе людзі, вот даяркі, трактарысты, рабочие на МАЗе скажуць, вот это вот мужик нормальны, за яго можна галасаваць. Але тым не менш, все ж таки, мы ведаем рэаліі беларускіх выбараў. Ці варта спадзявацца, што нават, хотя для мяне сумнеўна, што банкір стане для трактарыста ці рабочага МАЗа народным кандыдатам, тым не менш, ці можна спадзявацца, што нават народны кандыдат на беларускіх выбарах сёння мае нейкія шансы. Асабліва з улікам таго, што вся іх актыўнасць, весь их пакуль што электарат – это карыстальнікі сацыяльных сетак. Да, первая часть вопроса. Я считаю, что совершенно не зазорно и на, как говорится, на безрыбье рыба рак. И в этом смысле даже банкир может стать вот в этом политическом вакууме очень сильной народной фигурой, потому что усталость
от действующего президента, ну, не скрыть, мне кажется, она очевидна всем, что здесь говорить. Любая вещь, мы вот так устроены, люди эволюционно за 20 с лишним лет, за 26 лет можно, ну, просто даже от своего самого любимого игрока в футбол устать, потому что это одно и то же. Поэтому вот на таком политическом вакууме, мне кажется, даже банкир может, как ни странно, стать народным вот таким избранцем и народным лидером, лишь бы у него только получилось. Поэтому удачи ему. Но насколько в сегодняшней Беларуси, насколько в той политической системе и в тех политических институтах возможна победа, ну, мне кажется, это тоже очень сильно очевидно. Мы понимаем, что в странах, где жесткая вертикаль власти, где жестко контролируются центральные избирательные комитеты на местах, где отсутствует система наблюдателей, где отсутствует система допуска кандидатов к выборам, где созданы специально искусственные такие сложности, как сбор подписей, как муниципальные фильтры и так далее и тому подобное. То есть где единственной целью власти и выборов является сохранение власти, трудно себе представить, что даже народная любовь, а тем более онлайн-любовь, может конвертироваться в реальную победу. Можно это себе представить, может быть, в виде протеста, да, такого армянского варианта, но для этого должна быть консолидированная, я даже говорю, не оппозиция, а вот тот народ, о котором мы говорим. То есть это должно быть не просто желание и усталость, это должно быть желание действовать. Насколько оно сегодня присутствует в белорусских людях, с одной стороны, можно сказать, не присутствует, потому что мы не видим никаких больших протестных акций и так далее. С другой стороны, мы понимаем, что их не существует только по одной простой причине, потому что жесткость наказания и невера в удачу настолько сформировали вот такой упаднический настрой среди населения, что представить себе это тяжело. Но с другой стороны медали, нельзя себе не представить, это можно было бы тоже сказать, что за месяц до распада Советского Союза кто-то мог это предугадать в равной степени за пару месяцев до смены власти в Украине или в Армении. Поэтому такие вещи, как правило, происходят очень быстро. Смена режима происходит неожиданно. Долго запрягают, как говорится, а потом очень быстро едут. Поэтому в этом смысле пенять на оппозицию, на ее слабость или слабость народа, конечно же, всегда легко, и это очень легкое объяснение, но на то есть причины, и динамика этого вот действия, она никогда не известна, она может быть очень спонтанной и быстрой. До рэчы, да нашай апазіцыі. Ну і раней яна ўжо такі займела статус маргінальнай апазіцыі, наколькі тут можна падтрымліваць, не падтрымліваць гэты тэзіс, тым не менш. Вот калі браць сёлетнія выбары, апазіцыя фактычна альбо не ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі, альбо тыя ж самыя прадстаўнікі праймерыз ці кандыдаты пратэсту Статкевіча, яны заявілі, што ідзём толькі праходзім этап збора подпісаў. Все, даже сабраныя подпісы не нясем потым рэгістраваць у цэнтр выбаркам. Наколькі правільная пазіцыя? Вот я уже чую словы про тое, што, маўляў, вся эта сітуацыя, вылучэнне тых жа банкіраў, выхад блогераў на палітычную сцэну, яно фактычна поставила ўжо крыж на нашай сённяшняй дзеючай тытульнай ці там традыцыйнай апазіцыі. Можна сказаць, што сёлетнія выбары гэта ўжо ўсё апошні дзень нашай традыцыйнай апозіцыі. С одной стороны, мы привыкли вот ставить вот этот ярлык оппозиции как нечто какое-то неудачное. Еще раз, в системе координат, где правила игры нечестные, нельзя говорить о игроке, у которого связаны руки и нету возможности даже взять карты в руки, как о успешном игроке. Это всего лишь правила игры и навязанные системой. Поэтому нельзя, как бы это странно ни звучало, и как бы нам не хотелось и победы, и других выборов и так далее, но в этом винить саму оппозицию в собирательном смысле слова нельзя. С другой стороны, безусловно, и это хорошо и правильно, то, что вот такие новые кандидаты, вот такие новые блогеры, кто бы это ни был,
будут протаптывать себе новую дорожку по-другому, другими способами, может быть, другими формами общения, да, через блоги или так далее. И когда-нибудь рано или поздно это будет срабатывать. Поэтому нормально, что, назовем это в кавычках, старая оппозиция уходит в вчерашний день. Но еще раз, иногда мы знаем и много примеров в истории, когда вот те списанные со счетов лидеры старой вот такой прослойки активистов вдруг в другой ситуации, в иной ситуации с иным набором инструментов и, самое главное, с поддержкой людей становились вдруг опять сильными игроками, потому что все-таки у них есть опыт и узнаваемость и так далее. Еще раз, представьте себе выборы как, ну, может быть, любую машину любой марки. Это неважно, мотоцикл ли это, дорогая Porsche или какой-нибудь Москвич, или бульдозер. Это все разные машины с разным количеством комфорта или набором инструментов, но для них неотъемлема одна черта. Им нужен бензин, чтобы поехать. Так вот, выборы – это не про машину, это не про бульдозер и не про, скажем, какой-то мотоцикл. В меньшей мере это про бензин, про людей, которые становятся вот копьем этих либо движущей силой, вот этим бензином, благодаря которому начинает вот такой вот механизм двигаться вперед. Поэтому только люди, только вовлечение и только большое количество участия людей могут из любого кандидата сделать сильного кандидата. Вот ці можна спрагназаваць, як далей будуць адбывацца выбары? Я патлумачу, вось с аднаго боку мы глядзім на дзеянні цэнтрвыбаркама, які ўжо не зарэгістраваў ініцыятыўныя групы большасці кандыдатаў пратэста Статкевіча, тую ж самую групу Ціхановска не зарэгістраваў і гэтак далей. З другога боку мы бачым, толькі выбары былі аб'яўленыя, адразу затрыманні таго ж самага Ціхановскага, яго прыхільнікаў, іншых актывістаў па ўсіх рэгіёнах. З трэцяга боку тая ж самая апозіцыя, якая не пойдзе до конца. То есть вот што чакаць? Як будзе дзейнічаць улада з аднаго боку і ці чакаць плошчы? Вот ваш прогноз. Мне кажется, что, во-первых, такую ремарку сделаю, что прогнозы всегда делать очень тяжело, потому что у нас на дворе странная ситуация, такая, которая никогда нам не была знакома, и мы все сели в какой-то вот такой как бы поезд, который мы не знаем, когда остановится, где и когда закончится, может быть, электроэнергия и куда мы приедем, потому что коронавирус и так далее внес, конечно же, очень сильные коррективы и в нашу жизнь, и тем более в нашу политическую жизнь. От этого, конечно же, изменится и поведение власти. Но мы понимаем, что есть политическая данность режима, который существует вот в таком формате уже более 2 десятков лет, и вряд ли что-то в этом изменится в его поведении. Поэтому, конечно же, мы будем видеть фальсификации, конечно же, мы будем видеть административное давление, сушку явки, и это все будет совершенно не ново. Может быть, конечно, из-за того, что сейчас будет явка, наверное, меньше, во-первых, из-за того, что сами выборы назначили на тот самый мертвый месяц, когда, скорее всего, все люди будут не только по привычке, как обычно, в отпусках либо на дачах, но еще из-за коронавируса, из-за самоизоляции просто массово уедут куда-то из города, из своих 4 стен, замученные, уставшие от этой самоизоляции месячной, многомесячной, потому что сам карантин, сама изоляция – это непривычное и ненормальное свойство социализированных людей жить так. Так вот, что будет делать власть? Конечно же, она будет держать нос по ветру. Мне кажется, она будет очень аккуратно, очень осторожно действовать в этот раз. Но, тем не менее, не стоит строить иллюзии, что если вдруг будет какая-то протестная волна, и мы видим, почему так заранее уже Тихановского и других активистов зачищают, так сказать, пытаются убрать их из избирательного процесса, потому что власть, конечно же, не знает, что ожидать, насколько порог вот этого протестного настроения среди людей высок. Но мне кажется, действовать власти будут крайне аккуратно, осмотрительно. Мы видим, по примеру
нашего партнера России. В этом смысле я говорю партнер, потому что это такой же политический режим с такими же проблемами и с такой же, собственно, авторитарной линией поведения. Мы видим, насколько аккуратно и осторожно действует Путин в этой ситуации, потому что понятно, что терпению людей, которые живут вот в такой экономической неопределенности, незнания будущего, но и самое главное, с такими финансовыми трудностями сопрягается эта жизнь, может взорваться в любой момент. И поэтому здесь на месте вот такого авторитарного режима нужно действовать крайне аккуратно. Поэтому я думаю, что все-таки какая-то часть электората будет или какая-то часть кандидатов в президенты будут допущены, потому что власти это на руку выпустить пары и создать опять-таки иллюзию вот такого демократического процесса. Посмотрите, мы же вот всех допускаем, все, кто хотел, вот будет там 20 кандидатов. Это мне напоминает Российскую Федерацию еще потому, что если вы вдруг не знаете, как вы думаете, какое количество партий зарегистрировано в России? Мы все знаем, их там 4: Единую Россию, там, коммунистов, ЛДПР, да и все. А их, оказывается, 80. Да? Вот как раз-таки вот для таких случаев из табакерки достаются либо спойлеры, либо другие партии, которые создают иллюзию либо маскарада, чтобы людям внушить, что выборы смех и не стоит на них ходить, либо вот какой-то такой фиктивной конкуренции, которая, собственно, тоже расчленяет оппозицию, или, скажем, там, оппозицию не в смысле политической оппозиции, а конкурентов действующей власти. И тем самым, условно, если был бы один кандидат, который собрал бы 20%, 30% голосов, вот так они разделяются между 5 кандидатами, каждый собирает по 2, по 3% и не проходит никакую там, достаточно серьезную поддержку. Поэтому власть умеет это делать, власть это делала годами, и я думаю, что чего-то нового придумывать они не будут, но мы видим, как Ермошина заявила, что уже наблюдателей не будет, да, то есть мы видим, что какой-то страх, волнение власть в любом случае испытывает и будет очень аккуратно, но жестко и точно смотреть за руками и действиями каждого на местах. Дякую вялікім. Я нагадаю, что у нас у гостях был с Вашингтона політтэхнолог Віталь Шкляраў. Дякую вялікі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Это быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.